Друзья, почему сегодня мы здесь собрались? Мы и так эти вопросы обсуждаем постоянно, но хотелось бы лично просто еще раз встретиться и обсудить. Все вы хорошо знаете, что 30 лет уже прошло, на самом деле, независимости, но каждый год, и сейчас снова стало актуальным, поднимаются опять вопросы о языке, которых, казалось бы, и нет. И вопрос настолько стал щепетильным, что стало все больше и больше провокаторов. Причем мы видим, что вот последние новости из российских СМИ, когда откровенно лживые, откровенно пропагандистские материалы, которые пытаются просто поссорить тех людей, которые живут у нас в стране, несмотря на то, что у нас как таковой языковой дискриминации нет, несмотря на то, что у нас по языковому принципу никогда не дискриминируется русский язык, кто на русском языке говорит. И, честно говоря, иногда прям кипит кровь, и хочется этим людям ответить, что хватит этих провокаций, во-первых, а во-вторых, это наша страна, мы живем в Казахстане, и, наверное, мы сами разберемся с тем, что у нас здесь происходит, и в первую очередь мы сами разберемся с тем, на каком языке нам говорить с нашими друзьями. Но, во-вторых, бізде кейбір аранды тұшылар бар екен, мәселе жоқ жерде мәселе табады, және бірақ менің ойымша тіл ол мәселе емес, тіл ол әулие халықтың мұрасы, тіл ол соғыстар үшін майдан емес, тіл ол біріктіру құрал болу керек. И именно поэтому я вас позвал, потому что мы должны язык сделать объединяющим фактором в стране, объединяющим инструментом. И все, кто здесь собрались, вы все хорошо друг друга знаете, каждый из вас уже делает многие вещи. Мысалы, Аскер немесе Алексей қазақша судай сөйлейді. Марина қазір тай-тай жасайды. Тай-тай қазақша үйреніп жатыр. И таких людей много в Казахстане. Откройте любую социальную сеть, очень много людей, которые что-то делают, продвигают проекты. Но нужно объединиться, нужно какую-то единую платформу создать, чтобы вот такие люди, как Марина, множество людей, кто изучает казахский язык, чтобы помочь, какой-то пример личный дать. И если мы объединимся, то менің ойымша қазақ тілділер де қосылады бізге. Может быть, даже создать движение какое-то, например, там менің елім, менің тілім, и как рабочее название, потому что все, что мы делаем, на самом деле мы делаем так, что нас объединяет одна культура. И с каждым годом неизбежно... Без агрессии самое главное, да? Чтобы это будет однозначно. И поэтому мне кажется, что просто время пришло свою гражданскую позицию заявить публично, не как мы обычно вот так за чаем собираемся, да? А публично свою позицию заявить. И потихоньку все люди, которые и так уже эти вещи делают, опять же, каждый сам по себе, но, как говорится по-русски, один в поле не воин, по-казахски жалостный үні шықпас, да, то есть, и поэтому вот пришло время, мне кажется, вот это все объединить и призвать как можно больше людей, независимо русскоязычных, казахскоязычных, то есть те, кто горит вот этой идеей любви к казахской культуре, к языку, объединиться и начать что-то делать, популяризировать и помогать тем людям, которые действительно хотят говорить на казахском языке. Да, Яш, классно, что ты нас собрал, потому что мы с тобой как раз списались, и это сейчас очень действительно актуально, особенно для меня, и я очень рада с вами познакомиться, ребята. Особенно после пандемии, опять, когда мы все сидели в изоляции, слава богу, сейчас есть возможность встречаться и по такому поводу. На самом деле, вопрос, наверное, это такой главный. Меня так же, как и вот тебя, Яша, возмущает, может даже так сказать, возмущают публикации, когда я вижу заголовки: вот русский язык притесняют или русских притесняют. Мы все дружные, у нас у всех и русские, и казахи друзья. И я никогда лично сама не сталкивалась с агрессией. Мы вообще-то не против казахского языка, мы тоже за то, чтобы мы все изучали, говорили. Да, много ребят знаю, которые вот состоят в таких сообществах, вот как языковой патруль. На самом деле они делают то же самое, что и мы, хотят популяризировать язык, но немножко неправильно это делают, и наша миссия им помочь в этом, позвать их к себе, на самом деле, потому что агрессивно ничего не решается никогда, такого не было, поэтому цель-то у нас одна – объединиться, сказать нашим
зарубежным друзьям, так сказать, все у нас хорошо, действительно не лезьте дела нашей страны, мы сами их как-то решим, нам лучше знать. Ең бастысы менің айтарым қазіргі уақытта жаңағы шетел ақпараттарында шығып жатқан өзге ұлт өкілдеріне қысым көрсетіп жүр деген жалған ақпаратты жоққа шығару керек. Бұл жалған, бұл өтірік, барып тұрған өтірік. Неліктен осындай ақпарат таратуда түсінбеймін, шыны керек. Мы иногда сами молчим, надо об этих вещах говорить на самом деле. Потому что есть вещи, мы привыкли, у нас мирно, спокойно, мы об этом мы же не будем каждый день кричать, что у нас мир и спокойствие, да? И каждый такой материал доходит до того, что я просто, вот буквально на прошлой неделе был за рубежом, и меня ребята спрашивают, вот мы в российских СМИ читаем, что у нас такая ситуация. Люди верят вот этому бреду, и просто надо ему противостоять. Бұл мәселе біздің мәселеміз екенін түсіну керек. Біздің мәселеміз басқа біреуге қажет емес. Бұл бастысы Алексейдің, Сәкеннің, Мараттың, Яшаның мәселесі емес, тілге, ұлтқа, мемлекетке кімнің жаны ашса, соның мәселесі. Сондай, бағана Марина айтты ғой, единомышленники деді, сондай ойы, ниеті, көзқарасы таза азаматтар өте көп. Әркім мүмкін қолдан келгенше жасап жатыр да, бірақ соның басын қосып, ұйытқы болу керек. Давайте халықты шақырайық, тек қана Астанадан емес, Алматыдан емес, бүкіл аймақтардан жанашыр адамдарды шақырамыз. Өйткені біз бүгін қозғалыс туралы айттық. Бұл партия емес, бізде лидерлер жоқ, мен лидер емеспін. Аскер, Марина, Алексей, все равны, чтобы вы понимали. И және бұл жеке инициативамыз, бірақ егер бүкіл ел қосылса, мен ойымша, қазақ тілі расында ұлтты біріккен құрал болады.